Эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавирусной инфекции в Кыргызстане, становится напряженной. Только за последние трое суток в нашей стране выявлено около 1500 случаев COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, и большую часть заболевших выявляют в Бишкеке-Аше. В этом выпуске программы «Еще не вечер» мы поговорим о том, насколько тревожны эти цифры с заместителем главного врача по санитарным вопросам ЦГСН города Бишкек Мирой Курмановой и заместителем начальника санитарно-экологической инспекции мэрии столицы Русланом Тагаевым. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. Мира Абдукаиповна, мой первый вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, о чем говорит эта статистика? Насколько ситуация сейчас становится напряженной, или это такая ожидаемая там третья волна или вторая, потому что еще не совсем определились, как называть? Да, я хочу сказать, что сегодня статистика все равно остается как бы напряженной. Эпидемиологическая ситуация с каждым днем, как вы видите по информации, да, что она растет. И если на сегодняшний день у нас 178 случаев коронавирусной инфекции, из них 168 случаев ПЦР положительный и 10 пневмонии, это не значит, что у нас сегодня снижается. Как вы знаете, что у нас с апреля месяца уже начался рост. В середине апреля, в числах 20 апреля у нас случаев было зарегистрировано по 50-60 случаев, и начиная уже с конца апреля, май и на сегодняшний день у нас 200 и более случаев. Доходило в мае у нас и до 300 случаев. Поэтому как бы расслабляться нельзя. Эти коронавирусы, однако же, у нас идет рост. И что у нас вторая волна или третья волна, это, как бы скажем, что это, наверное, волнами не назовешь. Просто она поднимается в силу своей возможности того, что, наверное, наше население не соблюдает все те нормы, которые предписаны правительством Кыргызской Республики. Можете сказать, почему статистика в Аше и в Бишкеке, на примере Бишкека, да, поскольку вы там представитель медицинского учреждения именно города Бишкек, почему разница такая большая между ближайшим регионом, даже с тем же Ашом в Бишкеке на 100 заболевших больше, буквально выявили? Это зависит, наверное, от того, сколько человек обращается. Например, у нас есть служба 118, где принимаются не заявки, а жалобы от населения, что поднимается температура, недомогание, кашель и дыхание затрудненное и все остальное. Поэтому по этим симптомам наша служба выезжает, то есть мобильная группа выезжает и отбирает лабораторно, чтобы посмотреть, есть ли ПЦР положительный или нету. И по симптомам, по рентген-снимкам ставят уже диагнозы. И, конечно, результатом лабораторных исследований. Поэтому в зависимости от количества населения, которое обращается, наверное, с этим связано где-то больше, где-то меньше. То есть это напрямую коррелируется с населением, живущим в этих горах, вернее, с количеством населения. И количеством обращаемости. Если вы сможете ответить на следующий вопрос, возможно, это немножко не в вашей компетенции, но тем не менее, как складывается эта статистика? Вот человек обращается с температурой, у него берется забор анализов, как вы сказали, и потом уже записывают его в статистику, что вот новый выявленный случай там отдельно, да, или это просто скажем, ОРВИ или какой-то другой инфекционный недомогание? Это обязательно ПЦР положительный только регистрируют тогда, когда лабораторно подтверждается. Почему мы так и даем статистику? Лабораторно подтвержденные ПЦР положительные и пневмония – это клиника эпидемиологическая, то есть ставят диагноз по рентгенным исследованиям, по другим анализам ставится, и поэтому у нас идет разделение. Руслан Шакирович, с учетом текущей ситуации усиливаются ли какие-либо надзорные меры по предотвращению такого распространения болезни в Бишкеке сегодня? Да, спасибо большое. Как выше коллега отметила, к сожалению, на сегодняшний день инфекция только увеличивается. В связи с этим мы тоже, санитарно-экологическая инспекция мэрии города Бишкек, со своей стороны проводит работу по ограничению, по предотвращению распространения
инфекции. Работают мобильные группы. В составе мобильных групп тот же ЦГСН, санитарно-экологическая инспекция, УВД, Акимят. То есть в составе данной группы на сегодняшний день проводятся рейды по проверке и по соблюдению требований от постановления мэрии города Бишкек. И наша служба свою работу ведет на основании данного постановления мэрии города Бишкек. А можете озвучить, что это за постановление? Ну, чтобы, знаете, как бывает, сейчас очень много информации, как о болезни, как о распространении, так и много противоречивой информации. Да, постановление, не знает, постановление о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции от 30 ноября 2020 года за номером 113. То есть на сегодняшний день с нашей стороны проводится уже за 5 месяцев на постоянной основе проводятся проверки субъектов предпринимательства. Это кафе, рестораны, объекты и точки большого скопления людей, парки, да. Если, конечно, много тоже, которые соблюдают эти требования, но есть те, которые не соблюдают. Мы в отношении них составляем протоколы по статье 293 Кодекса о нарушениях. И в соответствии с кодексом ведем работу. Но я думаю, действия, да, есть, конечно. Уже второй раз этот субъект уже будет думать и не нарушать, так скажем, требования. Давайте тогда напомним, какие именно требования ставятся перед предпринимателями, в частности с теми, кто, те же самые кафе, рестораны, точки общественного питания, может быть, торговые центры. Что должно быть обязательно? Да, это уже, я думаю, всем известно, это масочный режим, дистанция, соблюдение дистанции и заполняемость, например, кафе, ресторанов до 50%. Если данные требования не будут соблюдать, то мы имеем право принять меры в отношении данных субъектов. Это штрафы или вплоть до закрытия? Или таких мер еще не предусмотрено? Это штрафы, да. Там, как я понимаю, обязательно должны быть, вот помимо того, что вы сказали, это маски и соблюдение обеспечение условий для соблюдения социального дистанцирования, то есть там в тех же кафешках рассадка, может быть, через одного или в зависимости от площади зала, да, определенную, то там обязательно должны быть санитайзеры и дезинфицирующие коврики. Да, в зависимости от, например, если кафе, там заполняемость 100%, допустим, 150 человек, то должно быть 70-75, то есть вот это количество не должно превышать, да. И да, вы выше правильно отметили то, что дистанция через одно место, это и в банках, и в общественных местах. Если это касается любых учреждений, где люди собираются, да? Да. А вот мы недавно, случай буквально из личного опыта, буквально на днях, вы, наверное, знаете, у нас есть такие места, где стоят подряд много-много точек общепита, фастфудов так называемых, шаурма, гамбургеры, вот это все. И просто так получилось, что нужно было срочно продезинфицировать руки. И оказалось, что не буду называть место, может быть, вы просто все места проверите такие. Там ни в одном из них не оказалось дезинфицирующего раствора. Мы уже практически второй год живем с коронавирусной инфекцией, где-то даже, может быть, свыклись, и уже стало привычным, что везде практически можно найти дезинфицирующий раствор, которым можно воспользоваться любому человеку, независимо, заходим мы в это кафе или покупаем там что-то. И что меня натолкнуло на такую мысль? Цифры статистики нам говорят о том, что количество
количество заболевших увеличивается с каждым днем, ну или по крайней мере остается в пределах, вот за последние 3 дня где-то в пределах 500 человек, да, а многие наши сограждане, в том числе и предприниматели, уже расслабились, потому что, ну, я не знаю, то ли они смирились с тем, что рано или поздно мы все переболеем, и кто-то из наших близких может, не дай бог, как бы скончаться от этой болезни, то ли уже просто перестали верить в опасность этой болезни. С чем это связано? Да, спасибо большое. Я с вами согласен. Есть такие факты, моменты, но мы ведем со своей стороны разъяснительную работу. То есть иногда разъяснительная работа, она, ну, иногда дает, ну, больше эффекта, да. Когда уже, например, после той же точки, да, после проверки, да, уже второй, третий раз мы тоже проверяем, и такие факты, ну, случаются, но мало регистрируются. То есть в данном направлении вот работа только по разъяснительным работам. Мира Абдыкаиповна, у меня к вам такой вопрос. Сейчас, вот как мы отметили, там где-то в пределах 500 человек заболевших, там плюс-минус еще 20-30 человек. В городском штабе или в республиканском штабе, может быть, обсуждается ли вопрос, при достижении какого количества выявленных заболевших могут усилиться меры ограничительные? Есть какие-нибудь такие данные? Или это все будет рассматриваться по мере там сложившейся ситуации? Да, понятно. Наверное, скорее всего, в принципе, я хотела бы отметить, что все те мероприятия, которые мэрия должна проводить, уже было введено постановлением правительства 578 от 20 ноября 2020 года тем, что все полномочия делегировали местным самоуправлением. Поэтому мэрия и участвуя на оперативном штабе по ликвидации и нераспространению, допущению нераспространения коронавирусной инфекции, то есть республиканского штаба, тем же самым и на городском штабе по мере увеличения или регистрации коронавирусной инфекции будут, наверное, принимать какие-то меры. То есть, может, в ограничении во времени, режиме работы, может, какие-то запретные приостановления каких-то субъектов предпринимательства, как, допустим, как вы знаете, наверное, месяца 2 назад приостанавливали детские игровые площадки, да, при торговых центрах. И поэтому, когда начался рост сильный. Поэтому, наверное, в зависимости от ситуации, конечно, городской штаб будет принимать меры. И если ситуация резко ухудшится, то вполне возможно возвращение прошлогодних мер, жестких ограничений, вплоть до въезда в центр города. Ну, как бы карантинных не будет, карантина, но мы так и так сейчас находимся в чрезвычайной ситуации, поэтому просто какие-то ограничительные мероприятия будут. Ну, то есть в ограничении в режиме работы или приостановлении каких-то мероприятий, ну, и в том числе, наверное, приостановлении каких-то субъектов предпринимательств, там, где в зависимости от роста заболеваемости возрастной, да, от категории контингента заболеваний. Поэтому если в основном сейчас у нас болеют люди от 30 до 60 лет, 64 лет, до 60% у нас болеет. И возраст от 64 он уже где-то 17-18% охвачен заболеваемостью. Поэтому в силу того, какого возраста, наверное, будет болеть, наверное, тоже будут рассматриваться вопросы, какие объекты или субъекты или организации где-то, может, на дистанционку перейти. Поэтому в силу того, что заболеваемость в каком количестве будет и от какого возраста, наверное, будут какие-то ограничительные меры. У нас городской штаб почти каждый день проводится, каждый день у нас брифинги проводятся, поэтому это всегда на контроле у нас. Я так понимаю, с учетом прошлогодней ситуации, которая была, в связи с тем, что резкие ограничения, они очень сильно влияют там
на социальную напряженность граждан Кыргызстана, и плюс еще субъекты предпринимательства очень сильно от этого страдают. На сегодняшний день как со стороны мэрии, так и со стороны предпринимателей нужно прийти к какому-то консенсусу для того, чтобы там, городским властям или оперативному штабу не пришлось принимать вот этих жестких ограничительных мер. А со стороны там, тех же субъектов предпринимательства и каждого гражданина нашей страны, и не только нашего города, как бы принимать меры, которые требуются от них. То есть там то же самое ношение маски, там, не скапливаться большим количеством, а субъектам предпринимательства ограничивать количество там, людей в своих кафешках, ресторанах, в банках, где бы то ни было. Вы правильный вопрос задали. Я тоже думаю, что, пользуясь случаем, да, обратиться, конечно, к нашему населению и особенно к нашим горожанам. Большая часть субъектов предпринимательства, как говорится, и в Аше, и у нас, да, это мы как бы столица. И те же центральные банки, те же наши большие крупные общепиты, торговля, много у нас торговых центров. Каждый гражданин или посещает эти места, или занимается этим предпринимательством. Да? И я думаю, что каждый, если будет нести ответственность большую, да, и выполнять те нормы, которые прописаны постановлением правительства номер 244 от 11 мая 2020 года, весь алгоритм временных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, я думаю, хоть на немного было бы сокращение, да, заболеваемости. Но однако, если, как вы говорите, да, посмотреть торговые центры, общественный транспорт, да, и другие рынки, да, если взять кинотеатры, но они не соблюдают, даже если мы столько уже предписаний выдали, чтобы все-таки посетители и те же, которые дают работодатели, они должны соблюдать, как вы сказали, и те же антисептики, своевременно проводить влажную уборку, ношение масок, да, соблюдение дистанции, рассадку проводить в шахматном порядке. Если бы это все соблюдалось, я думаю, что мы бы уже победили бы коронавирус. Поэтому призыв, конечно, чтобы все это соблюдать не только работодателям, не только субъектам предприятия, а каждому гражданину. Угу. Спасибо большое. Руслан Шакирович, у вас есть что добавить к сказанному? Да, спасибо. Также, пользуясь случаем, я тоже хотел бы обратиться к горожанам. Если с нашей стороны какие-то рейды, проверки проводятся, это только во благо у нас всех по снижению коронавируса. И поэтому попросил бы соблюдать все те требования, которые нами предъявляются. И надеюсь, что эти требования будут выполняться, и коронавирус в скором времени уже отступит. Угу. Спасибо вам большое за предоставленную информацию и за беседу. Я хочу напомнить, что требования, о которых мы говорили, они очень простые. За последний год с небольшим мы уже все прекрасно их выучили. Это соблюдение социального дистанцирования. Желательно не посещать места большого скопления людей. Носить маску, по крайней мере, в помещениях, использовать антисептики и при случае обнаружения у себя каких-либо симптомов, повышенной температуры, может быть даже кашля, обязательно обращаться в службу 118. А самое главное, берегите себя и своих близких. Я напоминаю, что мы говорили о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией с заместителем главного врача по санитарным вопросам ЦГСН города Бишкек Мирой Хурмановой и заместителем начальника санитарно-экологической инспекции мэрии столицы Русланом Тагаевым. Это была программа «Еще не вечер». Эфир Aalto 24 продолжается. Оставайтесь с нами.